Ну, это максимум, что могут нам сделать. Это сейчас новый, кто будет смотреть наш эфир, он не понимает, наверное, что я сейчас говорю. Это у нас был сейчас тоже стрим, и у нас не было слышно проблемы. Сделали вторую ссылку, и, вероятно, это связано с длинными ушами КГБ. Посмотрим. Извиняюсь, друзья, за технический наклад. За гибню извиняюсь. Она так-то сделала бы больше, просто больше она не может. Так бы она с удовольствием зажарила бы и съела бы меня. Но и не только, конечно. Больше она не может. Только пакость. Мелкие хищники. Только пакостить могут. О. Это проблема, да, Маршал говорит. Слышно? Эдди? Да, Азербайджан, я говорю. Аят, я тебя не слышу. Не понимаю. Сейчас оборвал. Почему не слышу? Может, другого попробовать. Я могу с компьютера. Тогда будет не так, да? Сейчас. Вот ты мне последнее прислал. А? Ничего? Слышу. Так, что делать? Может, еще раз выйти, зайти попробуй, Ая. Обрывать. По последнюю попытку. Потом я с другого телефона попробую. Я слышу, это очень громко. Так, может, на другую сеть я переключусь. Сейчас, одну секунду, друзья. Вот, мы сейчас переключимся. Может, это поможет. А я слышу хорошо, а Сана плохо слышно. И сейчас тоже меня это плохо слышно? Мне хорошо слышно. Угу. Ну, вы через Telegram, поэтому я имею в виду, вот у меня другой телефон, где идет у нас. О, Маршал. Хорошо, Маршал, да. Одну линию уже сказали. Все, да, я анонс сделал, да. Мы тут политобзор ситуации на Кавказе и в мире, Аят. И мы тебя заждались, и, пожалуйста, тебе слово. Ну, если говорить об обзоре ситуации, которая в мире, потому что мир, он шире гораздо, то можно сказать, что очень такие вот закрученные дела, непонятно, что происходит, если брать по информации, которая идет. Одни говорят, что нужно, значит, войну в Украине закончить тем, что надо провести переговоры. Якобы об этом сказал министр обороны России Вестинев. Другие говорят, что это не может быть. Третьи говорят, что если мы, значит, украинцы проведут переговоры, то Россия, значит, вместе с Китаем и эти демократические все страны, против которых Китай и эти страны диктаторские действуют, что это все проиграет, и тогда в мире воцарится там тьма, как бы, значит, они пойдут дальше. Но то, что это с последних вот действий, что можно сказать по поводу того, что вот были здесь
Европе был этот председатель Китая Си. Потом к нему поехал, ну здесь мы об этом говорили в прошлый раз, а теперь Путин поехал туда целой гвардией своих людей в Китай, и там как бы, значит, прошелся. Ну, вот из информации, которую мы видим, и я тоже слушал, видно, и даже я слушал и Путина, который это высказывал, свое мнение, его интервью. Видно, что в Китае они же такие мастера, но никакой там они договор, ничего не заключили. То в принципе согласились, в принципе с тем согласились, в принципе с этим согласились, а конкретного ничего нет, все должно развиваться. И вот такая ситуация. Скорее всего, как я полагаю, что ситуация развивается в том направлении, как вот они вот здесь на Западе, конкретные 30 с лишним договоров полномасштабных, которые они заключили, вот это является главным. А то, что они там такой парад устроили, такое шествие, там они стояли, там как будто приехал царь, как будто. Там все это только показуха, это для того, чтобы вот, с моей точки зрения, я это говорю, для того, чтобы там что-то вот, значит, показать, что вот мы друзья, мол. Ну, а в то же время это может быть, конечно, и другой ход, хотя я не думаю, что и другой может быть ход. Я имел в виду, что, может быть, они, китайцы, прикрывают свои там, скажем, другие там потайные дела по снабжению, скажем, Китая той или иной, скажем, военной продукции, так скажем, так. Но из всего этого видно, что в мире вот это продолжается ситуация, ничем она, значит, не заканчивается пока что. И, видимо, Украина как кость в горле у этих, и они хотят Украину, в общем, добить. Ну и с другой стороны, вот эти разговоры о том, что говорят там, вот они то сделают, американцы это говорят. Это все разговоры, но на самом деле я вижу, с моей точки зрения, вижу конкретные выделенные деньги для Украины, вижу, которые, ну, вижу я, что я имею в виду, что идет сообщение прям со всех сторон, что вооружение, все это поступает в Украину, хотя Россия якобы активизировалась, захватила какие-то там села, поселки, которые могут быть отданы Украине для каких-нибудь там, значит, маневров, понимаете, чтобы заманить или окружить. Это военные маневры же бывают. Я думаю, что здесь вот такая ситуация, и нам нужно подождать немного, вот, буквально, может быть, неделю, может быть, две, как вот события вот начнут развиваться. Более того, вот что я хотел сказать, Путин там упирался, говорил, что вот мы договаривались с Украиной, наша делегация была там, и там вот украинская делегация, это тайна, мол, была, идет речь об этом. Там договорились якобы, что решат все вопросы, и что мирным путем этот вопрос разрешат. Но, насколько известно, он говорит, там говорит, были, говорит, прописаны протоколы, все было сделано, они снова, значит, это уходит. Ну, Москва хитрит, я по опыту говорю, который у нас был сейчас в Ичкерии, она все время хитрит, она все время путает, там пытается то запятую, то другое, третье поставить, ну, по-своему, да, перекрутить вот эти документы в пользу себя. Раз они так это делают, то видно, что Путин очень такой, ну, такой расстроенный. Он не может, он хочет уйти с интервью своего, не стоит там. Там говорит, ну я сказал, я же говорил. То есть у меня создается впечатление, что там вот эта вся передача и все, что они там договаривались, это был такой, знаете, пиар-компания, которая необходима была для Путина. На самом деле ситуация может быть иной, но с другой стороны, вот эти разговоры о том, что говорят
те хотят, мы говорили, хотя, повторюсь, скажу, что развалить Россию, мы ее развалим. Вот Аслан зачитывал наше заявление президиума, в котором мы говорили, что ни о какой речи о развале России не идет и не шла никогда. Я имею в виду с точки зрения Запада и западных государств и того же Китая, речь о развале России не идет. Речь идет о том, чтобы изменить, скажем, действующую власть, структуру власти, сделать ее, Россию, слабой, чтобы она не могла вот так вот развиваться, как вот милитаризация полная, там, нападений, все вот это, чтобы не было. И разговоры о том, что те или иные там, скажем, народы или республики, они хотят независимым государством стать, хотя они имеют под собой почву, но в то же время они сегодня играют роль того, что Путин под этим, соусом выдвигает, объяснить своему народу, вот все они на Западе хотят на нас напасть, они хотят нас всех убить, чтобы кровь наша лилась, и мы должны объединиться, весь Запад против нас, они развалили СССР и все такое. Ну, вот такая ситуация, насколько я вижу в мире. А если говорить о том, что происходит здесь, вот там говорили, что там войска французские, другие, третьи, это тоже вот я слушал, и вопросы даже самого Путина, там, и еще других там слушал здесь на Западе. Никаких там, собственно говоря, войск нету, там могут быть какие-нибудь эти консультанты или люди, которые добровольцами. Но речь об этом идет, то есть тоже Запад тоже ставит такие вопросы, говорят, что вы можете стрелять и все такое. Но если говорить вот по Кавказу, то в целом по Кавказу, о том, что там эти республики все должны стать независимыми государствами, подняться, пока что не видно таких движений на Кавказе, которые могли бы и имели в сегодняшней ситуации какие-то движения, кроме, конечно, отдельных лиц, которые этим занимаются. Ну, есть там какие-то люди, и это тоже похоже, как я вам скажу, на что похоже это. Как-то, когда у нас шла вот это 5 агрессий было, и каждый раз Россия проигрывала, и тогда был такой вице-премьер Шахрай в России. И он там выдвинул идею, надо загнать их в свой загон, а потом возглавить эту идею. Вот сегодня я чувствую, что они загнали вот эти все идеи под свой загон и возглавить их поставили отдельных лиц, которые были тогда у нас еще в Чечении, и других, которые есть, допустим, скажем, лидеры, которые сегодня как бы появляются на Кавказе. Там речь должна идти и с точки зрения международного права только о том, что необходимо освобождение тех территорий, которые Россия незаконно захватила. Это имеется в виду территория Чеченской республики Ичкерия, созданного суверенного государства. Это, значит, территория Грузии, Украины, естественно, которая борется сегодня. И это и та же Белоруссия. Вот об этом должна идти, в этом отношении должен идти, в общем, диалог. И я думаю, что сегодня многое зависит и от того, в дальнейшем, кто сегодня придет к власти, скажем, в Америке, кто будет президентом. В то же время будет там президент, любой президент, который там будет, все равно будет заинтересован в том, чтобы победа была за Украиной. Я так полагаю это. Хотя разные есть там утверждения, там есть какие-то доказательства, но в принципе, которые мы можем верить или не верить. В общем, вот такая ситуация, насколько я это понимаю, и то, что видно из-за того, что вот идет информация по всему, скажем, интернету, телевидению, везде, в газетах. В общем, вот такая ситуация, насколько я могу сказать. Если есть какие-то конкретные вопросы,
и предложения, пожалуйста, я готов слушать тоже вместе с вами. Аня, Да. спасибо, Баркал. И тронуть вопрос, который вот сейчас ты вскользь упомянул по поводу вот заявления Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия о некоторых пропагандистских диверсиях Кремля и в адрес Киева. Это заявление, в принципе. И меня вот заинтересовал вот этот момент, вот в этом заявлении вы говорите о том, что некий Закаев и некий Кутаев, они тогда призывали к отсоединению Дагестана от России. Просто я об этом просто мало что знаю. Не мог бы ты немножко развернуто рассказать вот про этих двух людей, потому что эти два человека сегодня очень много наносят вреда чеченскому народу и его сопротивлению российской агрессии. Ну, об этом можно говорить, но рассматривать их надо не каких-то людей, которые много вреда рассматривают. Они просто люди, которые отрабатывают ту линию, которую им задает Кремль. Да, это было. Они были инициаторы, они, значит, при мне, я сам участвовал в этом заседании, где первый, который ты называл, вот Закаев, что он там грозился, что он уйдет, что надо пойти на Дагестан, надо это сделать, это нужно сделать, прям там в присутствии всех, он там это выражал такие мнения, хотя все остальные нашим, скажем, руководстве считали, что это не нужно делать, а сам Басаев там считал и говорил, что это не мы не идем туда, нас сюда приглашают, мы добровольцы. Мы не идем от имени этого. Тогда они складывали свои полномочия от государства, то есть они были, имели, складывали свои полномочия и шли туда. Басаев пошел со своим отрядом. Но я должен сказать, что шли они туда или нет, мы должны все знать, что на самом-то деле, что там было. Ведь в то время, когда Басаев пошел туда, 6 августа 1999 года, то российские войска уже полностью с северной части до Терека вошли, до Тереки, дальше вошли, и они там орудовали, вот это свое преступное орудие, они уже действовали. Закидывали там, значит, бомбы, ракеты, кидали эти самолеты, летали, а там на севере шла вот эта вот полная вот эта, значит, оккупация территории. Так что, но вопрос был в том, что если вот это заявление делается, отторжение от Дагестана нужно, и что якобы там были какие-то силы, которые к этому призывали. Те силы, которые там из Дагестана призывали, об этом уже потом сам Басаев тоже говорил, они куда-то, значит, растворились во тьме. Эти пошли туда, а их там нету, которые их вызывали. То есть это говорит, что они планировали, значит, вот эту идею, вот там напали на Россию, Чечения напала на Россию, вот они хотят развалить, Дагестан против, ну, эти все дагестанских вот этих деятели, руководители, они выставили вперед и некоторых своих этих агентов и создали впечатление, что якобы Чеченская республика пытается развалить Россию. Нашей целью не было это. Наша цель была мирный договор установить, там отношения и мирно жить. А нам это навязывали. Сегодня это похоже тоже, что эти же люди, в том числе и эти люди, уже в Украине орудуют. Вот про которых ты назвал. Они выступали по разным там телевидениям, там местные, которые, и тоже призывали, надо идти, все такое. Но сами они туда не пошли, и также они и сейчас делают то же самое. А что это не ново, и кроме этих, это же люди, они сами же не могут в Украине тоже это делать сейчас. Это совместно делается с другими, вот, скажем, людьми, скорее всего, похожее на то, что там агентура не дремлет, скажем, российской и в Украине. Они же везде, они и как и всюду, мы знаем из опыта,
они есть и на Западе, есть в Украине, и везде действуют. Поэтому противодействующая им власть, она должна за этим строго следить, и я надеюсь, что это так и есть. То есть, знаешь, какая-то стратегия есть защиты и изгнания этих, скажем, оккупационных войск, которые захватили Украину, она есть, в этом нет сомнения. Вот так. Барка, дальше немножко еще вопрос возник, продолжил нашу тему этого Да-да. заявления. Здесь президиум указывает, что расчленение России, вернее, будет предложить российскому народу вместо расчленения демонтаж путинской так называемой вертикали власти, и начиная с освобождения незаконно оккупированных территорий Чечении, Грузии, Украины, Молдовы и Беларуси. Дело в том, что не возникнут ли у нас проблемы, когда произойдет, например, смещение путинского вот этой вертикали, его власти, что нас опять скажут, ну, это часть России, потому что на Западе же фактически нас, ты не любишь это слово, предали, но фактически оставили, ну, и воспользовались... Забыли нас. Да. Забыли. Реальная политика, реаль-политикой воспользовались, Да, так да. сказать. Вот об этом мы и говорим, да. Говори. Да, вот я хотел узнать, не получится ли так, что путинский режим сменится, придет какой-нибудь Ходор, Модор или еще кто-нибудь, Патрушев, например, и все. Да, Беларусь, Украину, Грузию деоккупируют, а нас оставят. Этого не может быть. Поэтому мы так и говорим о том, что президиум правительства с нашей страны, значит, мы этот вопрос постоянно поднимаем и говорим всем нашим людям, которые есть на Западе и которые по всему миру, что нам нужно объединиться именно под флагом того, что было, значит, создано нашим народом по международному праву. Мы должны под этим знаменем объединиться. Никакие там ходы или там какие-то встречи в каких-нибудь там международных организациях, будь то в ПСЕ, Европарламенте, вот любят наши там ездить, это никакую роль не будет играть, потому что в этих местах, в этих парламентах и в Америке, и здесь мы бывали, видели, что здесь выступали там наши доклады, что мы говорили. Были протесты Министерства иностранных дел России против того, что нам позволяли там выступить, там, в Англии. Все это было, мы это знаем. А в конечном итоге, если сейчас, вот, допустим, есть признание Чеченской Республики со стороны Украины, и этот вопрос сейчас дальше не продвигается, а его, как бы, значит, делят на некоторые части, а что происходит? Происходит так. Есть реальность, есть правда, есть то, что есть на самом деле, и есть ложь. Вот эту ложь, правду отодвинули в сторону, и в самой Украине, как бы, видно там, то, что есть реально, отодвинули в сторону, ложь взяли, разделили на правду и ложь. И вот они там эту ложь на две части разделив под видом того, что ложь и правда, и вот они ее там раскручивают, спорят там, и все такое. Но мы говорим, что если они говорят, что вот надо там создать какие-то республики, нет, Запад не пытается это делать. Я следил за этим, я свое мнение говорю, конечно. И многие тоже говорят, где кто видел, чтобы Запад заявлял, что мы хотим развалить Россию. Нет, нигде такого. Это есть отдельные такие. Надо развалить Украину, надо развалить эту Россию, иначе ничего не получится, и вечно это будет. Надо, может быть, и развалить, и я бы был тоже в этом отношении не против, если бы его развалили и создали. Но есть опасность того, что боятся, что потом получится. Иметь дело с одной там стороной, пусть ослабленной, да, или, скажем, десятками стран, которые обладать будут этим ядерным оружием или еще чем-нибудь. Вот что боится Запад. Он не хочет этого. И притом эти страны, эти республики, эти народы до сих пор вот эту правовую основу создания своего государства, они должны к этому идти, и надо понимать, как это делать надо. Не просто тем, что собирается какая-то там группа людей, скажем, в Варшаве или в Вильнюсе или в другом, и там говорят,
вот давайте, вот вы лидер, а мы вам потом поможем и конституцию написать, и на международной арене, чтобы вас признали. Ну что это за детский лепет получается? Как это можно так признать? Такое не может быть. Вначале должно быть так, как положено, должно быть решение принято этими народами, так, должны быть проведены референдумы, потом эти референдумы после проведения им должны разрешение на это дать кто? Власть действующая. Вот было в этом в Испании. То Каталония хотела отсоединиться, мы помним все это. Ну и что, они дважды провели референдум, все это сделали, а власть не дала разрешения. Раз не дала разрешения власть, значит, все этих лидеров там попересажали, они сидят, потому что они настаивают. Точно так же должно быть и там, будет и там, я говорю. То есть к этому надо идти. Это не просто так. И после того, как это все вот взято, сделано, вот посмотрите пример Чеченской республики Ичкерии, да и других республик, посмотрите, Грузии, Азербайджан, ну любые, которые вышли из Советского Союза, фактически вышло 16 территорий, 16 республик. Это первые бывшие союзные республики 15, и еще Чеченская республика, которая потом переименована в Чеченскую республику Ичкерия. 16 только территорий вышло из Советского Союза в виде суверенных государств. Поэтому вот 16 наших республик, они посчитали, что она малая по территории, малочисленна, и что она самая легкая, и поэтому на нас напали, чтобы других пугать. И такие жестокости против нашего народа, они так там показывали всему остальному люду, скажем, бывшему, на территории бывшего Советского Союза. Вот что происходило. В общем, вот такая ситуация. Да, и завершая тогда вот эту тему, которая Да. по заявлению, хотел бы еще один вопрос. Рано или поздно, вы пишете, в России начнется протестное движение, вызванное неизбежным ухудшением экономического благосостояния и растущими потерями на войне. Чтобы ускорить, необходимо создать в лице украинцев всех, кто помогает им, и всех, кто помогает, образ освободителя, борцов за нашу и вашу свободу. Аят, если на России нет народов, которые готовы выступить, и до сих пор не выступали, видя, что они в пропасть летят, то разве еще, закрутив еще сильнее гайки, разве будет все-таки протестное движение? Дело в том, что, да, я понял. Дело в том, что вот это все протестное движение находится под контролем у Москвы, у Кремля. Покажите мне, кто, ну, грубо говоря, кто возглавляет вот эти все конфедерации, какие-то другие движения, кто этим занимается, где вот, допустим, где настоящие буйные, которые этим, грубо говоря, занимаются. Покажите их. Допустим, есть, я не спорю, есть. Но они попали под влияние вот этих российских вот людей или сил, которые на Западе или в самой России действуют. Вот что видно сегодня. Поэтому, исходя из этого, говорить, что их не будет, я не могу тоже. Возможно, они появятся, и они не дремлют, они понимают, созревают и будут искать те пути, которые есть в современном международном праве. А если они отойдут от основы современного международного права, в котором есть, или законов, по которым они могут действовать, то они сами будут биты, если они даже биты, вот скажем, в этой Испании были биты. Вот эти страны, Восточный Тимор, Эритрея, которые вот там были признаны после того, как решение по их вопросам было принято на уровне ООН. Они были такими территориями. А вот эти Балтийские республики, которые признал Советский Союз, эти тоже решения были приняты на уровне ООН. То есть они не были признаны частью России, когда Вторая мировая война закончилась. Понимаете? Сейчас наша задача работа в том направлении, чтобы не дробить наше сопротивление под религиозным знаменем, под демократическим знанием, под чем угодно на Западе вот дробят наше, скажем, сопротивление, которое должно бороться строго в рамках современного международного права. Это право у нас есть, и на нем должны держаться мы. А кто нам это мешает? Посмотрите. Одни говорят, что они
мол, это, значит, правительство, кабинет министров. Другие говорят, что они какая-то единая сила, которая тоже имеет почти те же права. Третьи говорят, что мы хотим там воссоздать Эмират Кавказ, ну и там все остальное, Горскую республику. Но вся суть в том, что необходимо делать то, что должно быть, и то, что есть у нас по праву. То, что достиг наш народ в 91 году и создал свое государство в рамках международного права, с этой линии, если мы уйдем, то это будет большая ошибка. Это нельзя делать. Вот о чем речь. Баркал. Давайте тогда перейдем к вопросу, а я тут немножко поступаю вопросы. Питер Вольф спрашивает, немножко отвлекаясь на другую тему. Вчера видел видео на YouTube, как Яндарбиев объявил исламское государство. Как я понял, это было после убийства Джохара Дудаева. Со слов Яндарбиева, Джохар хотел объявить шариатское государство, но не успел. Так это или нет? Ну, что там говорить, Яндарбиев никакое исламское государство не мог объявить, он не имел права это делать, так? В то время председателем парламента был я, и парламент, который действовал тогда, на это вот эти вот заявления, да, такие поползновения были. Это было связано с тем, что весь остальной мир как бы, значит, ополчился против нас, Запад, Америка, там давали деньги, наведить там конституционный порядок, малой крови, на нас давили. И вот там вот эти религиозные вот эти вот требования были, что, мол, нам ислам поможет, исламское государство поможет. Но на самом деле потом уже, хотя это ничего там не прошло, никаких заявлений, никаких указов в этом направлении не было. Оно требовалось, там ставили вопросы, чтобы это было сделано там через парламент и все такое. Это не было сделано. Раз. А во-вторых, после того, как вот эта вся ситуация нагнеталась, наши люди ездили в эти исламские государства, так называемые исламские государства, они не исламские и не государства, потому что нет у них этого. Там во главе сидят диктаторы. Да, какие могут быть там того или иного направления государства? Это диктаторские государства, которые диктуют и стоят на стороне России. В нашей противодействии, нашей войне, наше мусульманское население, и они были против нас и поддерживали Кремль. Вот что было так. Поэтому, когда Яндарбиев Зелим оказался в исламских государствах специальным представителем, Яндарбиев был специальный представитель в этих странах от полномочий от Масхадова. Так вот, он потом заявил, есть заявление его в интернете, он и мне написал, у меня тоже это есть, мне звонил и говорил о том, что здесь ничто не происходит, здесь нас предали, и там тоже нас вопрос не решается. И он прям заявил там в своем выступлении, что исламский мир, который мы надеялись, чтобы чеченский народ надеялся, что вы нам поможете, ну так я своими словами говорю, нас предали вы. Вот такое заявление он сделал там. Это можно в интернете найти, это видео, где он выступает с этим. Ну, правда, на чеченском языке, но в переводе это все есть. Ответ ему. Баркал Аят. Эд Мамедов спрашивает. Аят, у нас в США есть очень много образованных чеченцев, которые приехали в США с детьми и не потеряли свои корни. Вы привлекаете их к общественной работе? Ну, это вопрос. Они граждане США, но они чеченцы. Но мы готовы, значит, с ними контактировать, они должны выходить на наш контакт. Если у вас есть с ними контакт, и они придерживаются наших принципов и основ, и готовы нам помочь, почему бы нам с ними не контактировать? Мы готовы с ними контактировать, встретиться и говорить. Здесь нет никакого... Наоборот, мы пытаемся некоторыми нашими людьми или даже не нашей национальности привлекать к этой деятельности.
Но и многие люди это не понимают, что происходит, а некоторые просто поддались влиянию вот российской пропаганды. То есть война идет не только на поле боя, но и информационная война идет, и многие вот так вот раздроблены пока. И эта работа, конечно, вся будет, значит, изменена на поле боя, как говорят. Вот нам нужна победа, которая будет одержана Украиной, а мы не должны упустить тот момент, что в этом, когда будет эта победа, чтобы не получилось, что вот Чеченская республика есть часть России, говорят. На каком основании вы это говорите? Они просто есть и все. А у них нет никаких оснований. Об этом говорит Закаев, об этом говорят другие. Вот эти деятели, которые сейчас мы называли, да, они все это говорят, что мы часть России. А как мы можем быть частью России, если мы свою страну создали раньше, чем эта Российская Федерация, Россия была образована? Она начала формироваться 31 марта 1992 года, а мы завершили формирование своего государства, еще будучи в составе СССР. Ну а когда СССР само исчезло, она автоматически стала государством, и мы еще приняли 12 марта 1992 года свою конституцию, суверенную, независимую, демократическую правовое государство. Смотрите, мы даже конституцию приняли 12 а эти только начали создавать эту свою страну с 31 марта 1992 года. А как мы можем, кто-то может говорить о том, что мы являемся частью России? Вот по какому праву эти люди вот эти делают заявления? Они делают не более такие заявления, что мы не должны были создавать, что мы являемся частью России. Но, в общем, идет такой маразм вот в этом отношении, отступничество от основы, скажем, самой демократии, от международного права, и нашей Конституции и воли нашего народа. Вот и все. Вот Да, такая. Баркал. И дальше комментарий уже, это не вопрос, от Эда. Я думаю, наш будущий президент Трамп признает Ичкерию. Проект готовится, я так думаю. Но это Ну его... вот это хорошая дума, очень хорошая дума. Пришлите свой проект и нам надо, чтобы там действительно были силы, которые бы вот эту всю ситуацию понимали. Нам нужно, чтобы там хорошо понимали эту ситуацию. Вот они начали агрессию, военную агрессию против Чеченской Республики, они первые напали на нас. Вот с нее и надо начинать сейчас обратный ход. Если не будем это делать, то это будет полумеры. То есть Россия будет чувствовать даже ослабленная, она будет действовать такой же и будет. Поэтому здесь вопросы, есть ли это демократия, есть ли это международное право. И в то же время от нас тоже много чего зависит. Посмотрите, наши вот эти деятели, которые на Западе, столько здесь появилось движений, которые на Западе или в других странах, исламских, других, в которых они заявляют, что они чуть ли не правопреемники нашей власти, не признают нашу власть, не признают власть нашего народа. И вот такие вещи делают. Кому это выгодно? Это выгодно именно Кремлю. Это надо понимать. Это должны понимать наши люди. Да, совершенно верно, полностью с тобой согласен. Дався Киев, конечно, ты сам говоришь постоянно любые вопросы, и хоть они повторяются, и Дався Киев опять задает дежурный вопрос, но я его зачитаю. Чтобы выступить единым фронтом, может, все-таки есть смысл все-таки объединиться с Закаевым, во всяком случае поддерживать его действия, явно направленные на развал России и освобождение Ичкерии. Дався нас не слушал, я так понял. Ну что ж, мы говорим о том, можем ли мы объединиться сегодня, скажем, конкретно с Путиным, который говорит, что мы являемся частью России в этой борьбе. Нет. А эти люди есть его агенты влияния. Они все, что для него выгодно, и говорят. Посмотрите, вот, Аслан, я говорил там, надо сделать ссылку внизу там у нас, на те документы, в которых они принимали эти решения. Они принимали эти документы в 2001 году, 2002 году, 2003 году, принимали разные концепции, потом принимали разные заявления, делали. И все
там говорится о том, что наша территория является частью России. О чем мы можем говорить с ними, если они отошли от основ нашего государства, фактически предали интересы, те интересы, о которых заявил наш чеченский народ? Мы говорим, что если они готовы, мы много раз писали сейчас, они должны признать свои ошибки и вернуться в конституционное поле. Вот тогда мы можем говорить о чем-то, но не ранее. Если мы начнем с ними объединяться, тогда станет вопрос, на какую плоскость мы перешли? На сторону того, что мы являемся частью России вместе с ними, или они перешли на нашу сторону, что мы являемся независимыми государством, как принято в нашей стране? Вот, знаете, вот такой ход там. Мы не можем вот согласиться, не то, что не можем, это решение не наше, это решение нашего народа. Там есть решение общенациональной декларации, там есть конституция, там есть законы, там есть масса документов, которые говорит, в соответствии с международным правом мы создали свое государство, пусть оно по территории, вот они все говорят, она территория маленькая, их не надо, и все такое. Нет, дорогие мои, если международное право есть, если есть, значит, демократия есть, то давайте действовать именно в рамках того, что есть в мире, которое создано после Второй мировой войны. Мы должны на этой позиции стать. Если мы оттуда уйдем, мы как бы оказываемся сметены с этой плоскости и потом загреблены в их в загон, загнаны. Как загнаны некоторые вот люди, о которых мы говорим, которые работают на них. Вот такая ситуация. Баркал, Аят, дальше тоже вопрос от Эда. Эд, объясните всем разницу между деоккупацией и созданием нового государства. Вот он это имеет в виду, мы с ним просто говорили. Я уже отвечал на этот вопрос. Деоккупация – это… Нет, Аят, одну секунду. И всем говорит Закаев, о всем говорит Закаев, просит независимость. Дело в том, что какой урон это будет нашим бойцам, которые сражались, какой урон будет погибшим, какой по всему нации, когда мы будем теми сепаратистами, о которых Россия нам 30 лет твердила. Какие юридические, правовые и все остальные последствия это для всего народа, воевавших. Да, понял я. Да. Когда они говорят о национально-освободительном движении, то это есть движение, которое нами было создано еще до 90-го года, так? И на основе национально-освободительного движения был создан съезд чеченского народа, референдум традиционно для нашего народа. На нем была принята декларация. После этого на основе всех тех документов, которые были и в Советском Союзе, была принята значит, декларация и действующей власти нашей республики. А затем мы в соответствии с этими документами приняли значит, решение в соответствии с этим приняли решение о создании своего государства, избрали все власть в суверенной республике, был государственный суверенитет объявлен государственный, там герб, гимн, все структуры власти, территории, все такое было сделано. После этого 5 агрессий мы испытали, 5, в 4 которых мы вышли победителями, и сегодня продолжаем сопротивление. Вот это есть против нашего суверенного государства, значит, совершена агрессия, и мы боремся за освобождение существующей нашей страны со всеми атрибутами, все это. Вот это есть, речь идет о деоккупации страны. А когда говорят о национально-освободительном движении, это те территории, которые находятся на территории, скажем, какого-то государства, и какой-то народ там пытается вот в соответствии с теми решениями, которые я говорил, необходимы, как вот в Каталонии, да, они национально-освободительное движение подняли. И им, допустим, Испания не разрешила. Разница в том, что деоккупация – это значит освобождение нашей территории или любой территории и восстановление там прежней власти. А национально-освободительное движение – это движение, которое должно, как бы, значит,
идти по пути, значит, создания своего государства, и итогом, заключением этого вопроса станет разрешение от той власти, в которой сегодня эта территория находится. Это разные ваши. Это деоккупация, значит, понятно, да, я думаю, и это. Поэтому вот эти вот люди, которые там этим вопросом занимаются и говорят, что вот нам нужно, значит, национальное особое движение, они другими словами говорят, хотят бросить нас в 90-е годы. То есть как будто у нас не было государства, и поэтому, если они это так говорят, они тем самым говорят, у нас не было государства, мы создадим его, это государство, когда говорят. Это говорит о том, все, что было до сих пор по закону сделано нашим народом, наши погибшие люди, пострадавшие люди, все, что был нанесен нам ущерб, в этом Россия не виновата, они действовали правильно, в кавычках они говорят, и все то, что в этом участвуют преступники, бандиты, и далее их ловить надо. Вот к чему идет вот этот весь разговор, когда говорят о деоккупации и о национальном особом движении. Разные вещи совершенно. Я это говорю в отношении, допустим, Чеченской республики Ичкерия. А насчет тех, которые хотят выйти из России, они должны это дело тоже понимать, что это такое. Ясно было объяснение или не ясно? Да, я еще хорошо это знаю, этот вопрос, Да. поэтому мне было очень все понятно. И дальше... Да, Муса, пожалуйста. Муса. 91-е годы. Закаева не было дома. Закаев был на Таганке в театре. Он приехал только в 94 году. Вот война начиналась. Он вообще не знает труд, как организовывали демократию и как государство. Вот Закаев был в театре. Он был и, в общем, 4 человек, 4 или 5, я не помню уже. Вот. Они уехали, чтобы даже я знаю примерно, когда поехали в Литву, Эстонию, в общем, Селим Хамендерби, с ним кто-то, чтобы пригласить Жахара Дудаева. А мы как раз были в театре и встречались, в общем, разговаривали. Этот Закаев говорит, как бы он в любом случае, потому что, в общем, чтобы такой должность получить, в общем, надо быть в КГБ еще, в общем, отметиться, в общем. Вот типа такого разговора. Мы уедем, говорит, в Москву, в общем, на Таганке. Вот так вот они уехали. Несколько актеров уже. Понятно. Да, Муса, это тоже очень новая для меня, по крайней мере, информация. Да, Таганки, хороший театр, я знаю, где это. Хороший... Ну, надо театр еще. В советское время уже мы были. В советское время уже приезжал как его, забыл я его, Высоцкий. Высоцкий. Да. Приезжал, он сказал, что он даже про Грозный пластинку сделал. Запись песню, в общем, про Грозный. И он сказал, что если у актера какие-то будут проблемы, говорит, для вас дорога открыта на Таганке. Любое время можете приехать. Мало ли с министром или с кем-то недовольствием уж. Приезжайте и все уж. Вот так было все это. И когда война начиналась в 94 году, я как раз был в Министерстве культуры, там попрощаться, я уже уходил на фронт. Появился Закаев туда. Я говорю, ты чего, говорит, появился, говорит, я живу. И раньше знал. Говорит, война началась, в общем, лучше иди на фронт, в общем, чем здесь сидеть. Вот так я ответил. Знаю, кто такой. Ну, Кутаев я не знаю. Кутаев кто такой? Откуда, может, где-то в России был тоже.
Надо Мы должны их рассматривать, Муса, не как какие-то там личности. Это люди, которые работают в пользу Кремля. Их вот заявления, их действия. И не придавать им такого большого значения, часто о них упоминаю. Не только они, есть и другие же люди, такие же, которые эту работу ведут. Но им, Кремлю удобно людей из нашей национальности вот так выдвигать, они этим занимаются. К чему это приведет? Это приведет к тому, что если они в этом деле, значит, получат одобрение или убедят в этом, значит, остальной мир, они не будут наш вопрос решать, они противодействуют нам, нашему государству, нашей стране, нашему народу, который они хотят извести совсем. единственное, что уже там же много образованные трудились. Я помню, этот Иса был, в общем, физик был, Иса был, в общем, который убили, в общем, с этого на театральной, когда оппозиция, в общем, оттуда, в общем, было. Я знаю, очень много были грамотные ребята были. Потом были еще, которые в этом... Арсемик Айша, ты говоришь о нем. Да. У нас проблемы со связью. Подождите. Угу. Так. Что-то обрыв произошел. Угу. Угу. Так. Вступить. Ага, сейчас. И так далее. Даже я знаю вот многих ребят из военных. Мури работал, этот звание и был закончил. Он приехал с Москвы, приехали, когда война началась. Многие приехали. Также этот Док Кумаров приехал. Он был в этом, как его, где это «Жигули» делают. УАЗе. Оттуда приехал, в общем. Угу. Так что Закаева, он не видел труд чеченского народа, в общем, когда строили государство, в общем, после распада Советского Союза. Поэтому все это надо знать. Все. Баркал, Дересу. Следующий вопрос. Аслан, я все. Да, Муса, Дересу. У меня... Да. Алло. Все, Баркал, Муса. Баркал. У меня просто микрофон здесь был выключен. Ты был в эфире, тебя было слышно. Баркал, Дересу. Аят, следующий вопрос от Питера Вольфа. Хотелось бы еще узнать, хотел ли Джохар Дудаев объявить шариат? Нет, это были разговоры. Объявление о шариат не шло. У нас была принята Конституция. Хотел или не хотел, это вопрос такой. Знаете, никаких разговоров не было. Я хорошо был с ним знаком. Были, вот только было такое, во время войны, когда предатели появлялись, у нас же как? У нас никто по повестке не был приглашен на войну, никто не по повестке было. Мы еще не успели сформировать свою армию, мы не успели вообще очень много, только становление вот пошло, государств только, так? И поэтому было принято решение, что в соответствии с тем, что предатели, которые предают наши движения, то они будут в соответствии с шариатом, значит, наказываться как предатели. Вот. У нас всегда было такое движение, еще в советское время до этого, то есть на основе морали и нравственности предатели, которые сдают наши людей, способствуют убийству нашего народа, что этих предателей нужно на основе решения шариатского суда, то есть это был как бы устав во время войны всего лишь. Суды шариатские вводились на время. Да. В соответствии, как бы устава у нас не было, а вот это было принято, да.
Да, я видел это видео, про которое Питер Вольф говорит, и оно, конечно Да-да, же, обрезаются куски, и людей пытаются да-да, вводить в заблуждение. Да, именно да. так. Так, давайте дальше. Так, был тут вопрос. Вы меня извините, сейчас Киев, да, вы снова и снова нам про Закаева говорите. Если вы украинец, то вам нужно тогда объединяться каким-нибудь таким человеком. А нам это неприемлемо. При всем уважении к вам, нам это неприемлемо. Так, Асан призывал людей не верить болтунам, а верить фактам и официальным документам. Да, это спасибо, что напоминаешь, совершенно верно. Все документы, которые есть, которые необходимы, и у вас есть какие-то вопросы, всегда вы можете зайти на страницу нашего президиума правительства, на сайт, на страницу Аяда Идигова в Facebook, и вы можете запросить у него эти документы. Он всегда любезно предоставляет, всегда с документами, с подтверждением. Поэтому я призываю всех чеченцев и не чеченцев, которые верят разным там тиктокерам, я вас прошу, обращайтесь к документам, обращайтесь к фактам, а не просто так голословно кто-то что-то сказал, и мы все побежали. Мы строим государство, деоккупируем наше государство, укрепляем наше государство. И поэтому мы должны всегда действовать строго в рамках закона, в рамках государственного строительства. Документы, факты, вот, а не то, что я захотел. Ведь буквально минутку, я тоже очень важный момент хотел бы напомнить, что вот там Ахмед Закаев, там мы это много говорим, правда, но в 2007 году, когда Дока Умаров объявлял, еще не объявил Имарат Кавказ, когда Дока Умаров действующий, легитимный после Масхадова и Садулаева президент Чеченской республики Ичкерия, Ахмед Закаев объявляет, что он взял $500 миллионов у русских, создает какой-то там Имарат Кавказ и собирается перебраться в Сирию на действующего президента и объявив вот ложь на президента нашего, воюющего, раненого, находящегося в тяжелейших условиях человека, объявляет, наше положение у всех было, государство было, народа было тяжелое, и объявляет, что он уезжает в Сирию. И объявляет себя фактически президентом Чеченской Республики, премьер-министром, а это фактически полномочия президента. Это при действующем президенте. И эти факты мы не можем игнорировать, люди, мы должны это видеть. Давайте вот сейчас есть Владимир Зеленский, и возьмем какого-нибудь, вот у вас в Украине был очень-очень уважаем, и мной в том числе, Залужный. Ну, большего авторитета в Украине найти на данный момент было трудно. Захотел снять его Зеленский, без вопросов, снял, все тихо, мирно, идет война, все подчиняются закону. Представьте себе другую ситуацию. Какой-то совершает Зеленский какой-то поступок, ошибку какую-то, какое-то действие, борясь с русской оккупацией. И в этот момент Залужный говорит, теперь Зеленский сбежал, взял 500 миллионов и уехал в Израиль дальше воевать против Хамас, допустим. Я теперь буду премьер-министром. Был бы Залужный, уважаемый нами всеми, любимый Залужный, легитимным? Нет. Есть закон, есть правила. Ну, как-то так, друзья. Так, это я, короче говоря, призвал всех обращаться к документам. Если у вас есть, у нас в телеграм-канале есть сопредседатель президиума правительства Дават Джахара Дудаева, Алла Дудаева. Уважаемая Алла, если у вас есть по теме вопрос или хотели бы что-нибудь прокомментировать, мы всегда будем рады услышать ваше экспертное мнение. Спасибо большое. Я была рада услышать речь Ахмеда. Как всегда. Как всегда. Он абсолютно прав, я с ним согласна полностью. Но мне добавить нечего. Ну, спасибо большое. Спасибо вам, Алла. Спасибо. Так,
Я бы Шамсад, я хотел согласен. добавить, Аслан, Да, тому, что пожалуйста. ты сказал, я хотел бы добавить, что здесь надо все те, которые говорят, хотите вы объединиться или нет, добавить еще тому, что ты сказал, что в 2007 году, начиная с сентября, октября по ноябрь, начала проводиться пропаганда при действующем президенте, то есть при действующем правительстве Чеченской Республики Ичкерия, которое находилось на территории Чеченской Республики Ичкерия, начала проводиться пропаганда со стороны этих людей, утверждая, что якобы президент Док Умаров получил от Путина 500 миллионов долларов, предал нашу страну, и вот такие вот заявления начал делать. То вначале говорит, вот он это сделал. То есть, наверное, говорят, что он сделал. Потом, наверное, говорят, сделал. Но если он это сделал, а потом 6 ноября они при ложной, такой был ложный парламент, который сам назначил Закаев из 5-6 человек, и через них он публикует на государственном сайте, публикует, значит, постановление о том, что этот парламент ложный, это как бы, значит, во главе государства, а Закаев и его компания как бы становится кабинетом министром, и главой кабинета министра становится Закаев. Вот была такая попытка государственного переворота была тогда же совершена. Мы выступили против этого. Мы требовали вернуться в конституционное поле. И, к сожалению, через месяц после этих заявлений уже тогда президент Док Умаров, он уже вышел, как говорится, в свет, имеется в виду, официально заявил через сайт Кавказ-центр, что это было 9 декабря. Представляете, разница какая? Он еще ничего не делал, а этот уже все ему, во всех его обвиняет, что он религиозный фанатик и все. Ну хорошо, объявил, сделал, но это же никакой основы нет. Мы говорили, вернитесь в конституционное поле. Не надо это действовать. Такое нам не нужно, во вред нам. Более того, они не слушая, не прислушиваясь к этому, совсем нам начали и дальше действовать. Вот эти все дела творить здесь на Западе. И им в этом, конечно, способствовал, содействовал, скажем, российский вот этот аппарат секретный. Здесь нет никакого сомнения в том, что они этим занимались. И когда мы уже увидели, это уже в 2008 и 2009 году, они дошли до того, что пригласили, значит, марионеток из Чечни, так называемого председателя парламента, и там стали заявлять, что мы, значит, легитимны, и власть, скажем, марионеток тоже легитимна. То есть они начали вот такие заявления делать. Эти заявления говорили нам о том тогда, что дальше это терпеть нельзя, что мы не можем дальше с ними общаться. Мы же все это время призывали их вернуться. Где-то года полтора там шла вот эта переписка, аргументация, все такое. Они ни что не отвечали и занимались этим, и заявили, что, оказывается, марионеточный режим – это закон легитимной власти, как и сами эти. Вот после этого это означает, что оказывается, что Кремль, который оккупировал нашу страну, убил столько людей, они правы. Вот что это означает. За всеми этими формулировками, которые они вот так выдают, всегда стоит какая-то вот там главная цель. А это обман для людей, которые не понимают, что это такое. Вот простой, скажем, человек, который там шахтер или комбайнер, или водитель, который, любой даже человек, который этим не занимается, он может не понять, что это такое. На самом деле, вот что это означает. Вот что, как, и как вот с такими вот людьми эти вопросы задавать нам можете сколько угодно, но я уверен, что эти люди, которые задают этот вопрос, не посвящены в эту линию, в эту основу. Спасибо.
Говорите, Алла. Баркал, да, пожалуйста, Алла Дудаева, пожалуйста. Да, я хочу добавить самое главное, Ахят упустил, наверное, забыл. Дело в том, что тогда народ чеченский был, во-первых, во главе народа чеченского был Кремлем поставлен Кадыров, так, а это эти самозванцы, которые объявили себя, значит, тоже так называемым легитимным правительством и так далее, в итоге они собирались на переговоры с Кадыровым, не только собирались, вели переговоры с Кадыровым через Абдурахмана, Супьяна Абдурахмана. В общем, Да. Через Духлаху Абдурахмана. Да, Дуклах Абдурахманов, уже много лет прошло. И в этом принимал участие третьим человеком, как посредником, был Анвар Инвар. Амундсен. Да. Амундсен. По-моему, из Швеции или из Норвегии, уже не помню. Ну, в общем, 3 стороны было. И они, то есть, уже начали вести переговоры, он там сделал заявление, что собирается идти под Кадырова со всем своим кабинетом министров. Понимаете, то есть получалось, что вначале они заявили об этой власти, то есть о том, что значит, могут вести переговоры о том, войну продолжать или нет. То есть параллельную структуру власти создали. Тогда еще при действующем президенте, так было, при Аслане Масхадове объявили себя второй властью, которая будет вести переговоры. А тут они вдруг заявили о том, что будут идти под Кадырова, то есть со всем кабинетом министров. То есть получается, что Москва, значит, Кадыров работал на Москву, ставленник Москвы марионеткой, и они туда же. То есть никакого выбора народу чеченским беженцам, которые в Европе не было предоставлено. Получается, что все под Москву идет. Да. Да, вся работа идет в Москву, вот, да. И тогда мы были вынуждены с Ахятом Эдиговым, значит, сделать заявление о том, что независимость Ичкерии жива. Воззвание мы сделали, да. Патриоты Ичкерии, которые, значит, за нее воевали за свободу и независимость Ичкерии, и этих людей много. Вот. И что он нелегитимный, это премьер-министр, так называемый Закаев и его кабинет министров. Вот. И сделали заявление, обратились, что кто к нам присоединится. И тогда это наше заявление подписало где-то 2000 человек, около 2000 человек подписали из беженцев, из чеченских беженцев в Европе. Вот. И мы объявили о том, что тогда в президиуме нашей власти и доказали ее легитимность. В общем, таким образом это тогда все происходило. Извините, что я... Алла, скажите, что это заявление называлось «Воззвание правительства». Это было воззвание. Да, это было воззвание. Вы знаете, тогда мне Ахят Эдиков позвонил, и он сказал, знаешь, как мы берем удар на себя, вот, говорит, я тебе даю время подумать, вот, обратимся, сделаем это. Заявление уже было готово, воззвание. Ты готова, мол, поддержать вместе. Вот. И как раз вот я тогда об этом подумала, сказала, вот, я подумаю, 1 час. Короче говоря, вы не можете себе представить. У меня был такой знак. В общем, раз мы это обсуждали, появилось огромное количество птиц. Это прям стаи птиц начали кружиться вокруг нашего дома. А потом они 3 раза вокруг нашего дома облетели, а потом они все сели на березку, которая стояла перед окном нашего дома чуть-чуть внизу. И эта березка, она аж, ее ветки стали черные вместо листьев.
в нем сидели эти птицы. Даже ветки у нее опустились, черные от этих птиц, которые все сели на эту березку. Но березка это как бы, символ, вы меня извините, символ России вообще-то, да? Но я не чеченка, к сожалению. Вот. Ну, в общем, потом они все разом спорхнули и улетели. Я сказала, Ахят, Ахят, вы, наверное, помните, я вам это рассказала. Я говорю, это знак. Птицы — это люди, которые нас поддержат, которые прислушиваются. Вот, и мы это воззвание сделали, и нас тогда поддержало 2000 человек, подписали, поставили свои подписи. И так было начало положено нашего президиума. Я хочу добавить... Спасибо, Алла. Спасибо большое. Вы больше чеченка, чем многие чеченцы, Алла. Спасибо вам. Спасибо большое. Алла, я хочу добавить, чтобы знали люди, что это было сделано по праву, но более того, надо сказать, что в декабре 2003 года наш парламент принял решение о возложении обязанности организации ведения всей политической работы от имени парламента, назвав мое имя и мою фамилию. И эта работа, поэтому нам еще больше давала, возможности и требования, чтобы эта работа велась. Это постановление есть. И это постановление, кроме председателя парламента, тогда подписал и президент Масхадов, чтобы вы знали. То есть и мы, даже имея вот это положение, вот то, что мы рассказываем, пришли к этому воззванию 2000, мы, имея это обоснование, требовали, чтобы они вернулись с Конституционного поля. А нет, они до сих пор продолжают активно, при заказ выполняет Кремля, получается. Вот что это происходит. Ведь у них нет никаких оснований, они нигде не могут сказать, предъявить свои полномочия. Они себя просто обманывают. И в Украине они действуют, и во всем мире вот эти вещи вот так выставляют. У нас в этом отношении это не личностное. Вот многие говорят, вы там с ним поссорились. Нет, это не личные отношения. Это отношения, которые мы не можем лично решать. Это решение, которое принял наш народ, и мы этой позиции стоим, а не наши лично. Если бы мы были с ним лично в каких-то там плохих отношениях, это можно было бы что-то там решить, хорошо помириться. А здесь решение нашего народа, решение историческое. И здесь на личностном отношении этот вопрос решать мы не имеем права. И каждый из нас, каждый, кто чеченец, кто наш гражданин, не имеет права с этой точки зрения уходить. Вот о чем речь. Да, приказ возглавить политическую работу за рубежом. Ахьяду Идикову. Да. Как раз за рубежом это было в Европе. То есть у нас есть, Алла, у нас есть правовое основание даже для этого. Не то, что не как эти там. И мы с вами, Алла, помните, многие говорили, давайте назначайте премьер-министра. Мы сказали нет. Мы будем на тех должностях, которые у нас есть, которые нам дал народ, которые мы получили при действующей власти. И поэтому мы сделали, президиум, это рабочий орган власти, который поочередно может то, то другой, но это не один единственный человек решает, а те люди, которые поочередно могут этот вопрос решать, которые соответствуют нашей Конституции. Да. Да. Да, пожалуйста. Давай. Да, к сожалению, тогда с нами был еще Муса Таипов. Он организовал работу. Значит, у него был сайт. И как назывался, я уже забыла. Чечен-Инфо? Да, Чечен-Инфо. И это постоянно публиковалось. Ему пришлось выдержать огромную критику, потому что особенно его критиковали в этом сайте. Но он справился хорошо со своей работой.
сейчас, к сожалению, здоровье у него не то. Вот. Но вообще нам уже всем не так много, вернее, уже прошло так много. Мы уже не настолько молодые, но пока еще держимся. И дай Аллах, чтобы молодежь к нам прислушалась и продолжила наше дело. Дай Аллах. Дай Аллах, чтобы получилось. Дай Аллах. Дай Аллах. Спасибо вам всем, которые столько перенесли и сделали для того, чтобы наше государство существовало. Спасибо. И тебе спасибо большое. Аслан, ты ведешь такую работу. Сейчас как раз ты нас помоложе гораздо, и ты на себя взял очень большой труд. Вот. И очень приятно слышать твой бодрый голос, жизнеутверждающий. Спасибо. И всегда, когда я тебя слышу, всегда радуюсь тому, что ты нас поддержал. Большое спасибо тебе. Я разобрался, спасибо. Здесь, да, Муса, пожалуйста, Муса Баматгиреев, представитель Чеченской Республики Ичкерия в Германии. Ты активный, поэтому мы уже... Баркал Муса. И давайте сразу к вопросу. Муса, ты хотел что-то еще сказать по теме, которую сейчас Аллах... И я ее поддержу. Спасибо. Аят, здесь... Да, Алла, пожалуйста. Нет, все? Вы меня благодарите, я вас благодарю. Вежливые мы. Это хорошо. Эд Мамедов продолжает на вот этой своей позитивной волне о том, что Трамп нас скоро признает, и спрашивает вас, Аят, как вы думаете, после деоккупации какие будут первые 3 решения будут приняты властями Чеченской Республики, то есть президиумом, получается? После деоккупации должна быть восстановлена власть чеченского государства, и должны быть созданы условия для свободного волеизъявления на основе Конституции нашей страны и провести выборы на основе этой Конституции, декларации. И мы должны дальше уже, это все будет дальнейшее действие уже будет в руках этой новой власти и, естественно, согласует с нашим народом. Вот эти вещи будут. Только так. Баркал Аят. Так, здесь я еще видел один вопрос. Так, это не тот вопрос, который я видел. Вот он сколько. Верховная Рада признала независимость Чеченской Республики Ичкерия. Наверное, в связи с этим должны были быть ваши действия. Вы как-то связывались с руководством Украины по этому вопросу? Давса Киев. Кто это задает вопрос? Давса Киев. Дался Киев. Давса. Да, мы связывались, да, мы писали им письма несколько раз, направляли специальные документы. Вот, Алла, здесь мы собирались уже ехать туда, в Киев, так, для того, чтобы продолжить наши контакты. Это было еще в 22 году, сейчас не помню, какой месяц, где-то к концу года. Но даже вот я уже отправил некоторые копии документов туда, чтобы нам дали разрешение въехать. Но до сих пор мы не получили разрешения, хотя разговоры такие шли, и там какие-то вот задержки идут. Вот нас это беспокоит, мы об этом говорили, и так вот пока что стоит вот такая ситуация. Баркал, спасибо. Так, наверное, это добивает нас своим оптимизмом и спрашивает, Аят, когда вы вступите в ООН? Мы все ждем. В ООН мы вступим, когда нас признают, признают государства некоторые, так, начнут признавать, и тогда
мы будем уже членами ООН, когда нас признают, скажем, Соединенные Штаты Америки в том числе. То есть надо, чтобы нас признали, наши государства признали, а чтобы не говорили. Ну, к слову сказать, скажу, что более 40 государств в мире, которые сегодня члены Организации Объединенных Наций, по территории и по количеству населения меньше Чеченской Республики. Да? Так что здесь проблем не должно быть. Мы за это боремся и продолжаем бороться сегодня. Шамсат спрашивает, комментирует, скажем так, аят на чеченском языке. Аят изака уэкова мостагу альда хайхина витвишу издух мелуйца айвар бирки дикболбат джахарин дэна сюикратич аз истергал вирвацер. Суммочим это давон, тергал вирвацер, это закая вацис. Это не Закаев. Это Кремль действует, не Закаев сам. И все, которые действуют в пользу Кремля, это кремлевцы. Это сторонники, которые выступают. Никто. Нам все равно, Закаев там будет, Магомадов или там Аптиев, какой угодно человек, который сегодня выступает, оправдывает Кремль, они являются агентами Кремля. Да, я не хочу о нем говорить, но мне постоянно вопросы задают, сюда я отвечаю. Да. Баркал, да, так и есть. Так, Аслан, когда будет стрим с Гарри Табах и Аядом? Это как раз, как будто ты слышал сегодняшний наш разговор с Гарри. Завтра мы запишем интервью, и я думаю, завтра или послезавтра прямого эфира не будет, скорее всего, потому что технически пока это не сложно. Запись будет, если получится, завтра мы проведем интервью, и завтра же выложу, посмотрим. Оба дали согласие, и Аят, и Гарри готовы, и завтра мы уже договорились. Я буду их интервьюировать. Так, дальше давайте комментарии. Еще раз, друзья, напоминаю, сегодня у нас 39-й стрим на платформе открытого диалога. Сегодня данный стрим у нас идет сопредседателем, кого вы видите сейчас на экране, является сопредседатель президиума Чеченской Республики Ичкерия, президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов, Алла Дудаева, вдова Джахара Дудаева, которая сейчас, вы слышите ее голос, Муса Буматгириев, это наш представитель в Германии, Чеченской Республики. Посол. И другие наши, и Лиза, и Иса, и все остальные, кто у нас в Телеграме, я вас всех, друзья, приветствую. Пишите комментарии, друзья, вы можете зайти в Телеграм и задать непосредственно напрямую вопрос и Аяду, и Алле, и Мусе, и кому пожелаете. Поэтому пишите комментарии в чат, в YouTube, я их буду зачитывать, или же заходите непосредственно, принимайте участие. Не сидите без дела, друзья. Аят, вопрос. Да. Аят, как вы думаете, почему Хасбулатов, очень образованный ученый, пошел против Дудаева и против своего народа? Спрашивает Эд. Я задам вопрос тогда такой. Почему Сталин прошел против грузин? Можно так спросить, так? Тому, кто это. Я думаю, что, оказавшись на такой вершине власти, он не был, готов, не то что готов, у него были другие какие-то свои причины, потому что он выше государственной власти у него была. Он был председатель Верховного Совета Российской Федерации России. Поэтому он по-другому не мог там и говорить, и выступать. С самого начала он хотел сохранить себя в этой власти и надеялся, что и дальше вот эта власть будет его держать. А его держали только лишь для того, чтобы он мог выступить против нас тоже. Он был прорусский, он был чеченцем, но он был прорусский политик. Вот и в этом и вся причина. Баркал Аят. Да. Да, в принципе, да.
И, к сожалению, он такой не один там, в этом месте. Да. Мне можно добавить Конечно, Алла, насчет конечно. кандидата. Это, в общем, как это произошло во время перестройки. Когда началась перестройка, то вот эти бывшие партократы, которые оставались во главе этих республик колониальных, российских, они так оставались на своих постах. И Хасбулатов, он как был этим председателем Верховного Совета, она хотела оставаться. Но началась перестройка, и они были недовольны тем, что, во-первых, в Чеченской республике Ичкерия было объявлено о независимости. И первая, которая заявила об этой независимости, это конгресс чеченского народа произошел тогда. Весь народ, то есть по одному человеку от 1000 был выбран. И там была заявлена декларация о независимости. То есть народ чеченский заявил о своей независимости. И это могло послужить плохим примером для других народов, для других республик. Короче, та власть, которую они считали незыблемой, начала скачаться под их ногами. Другие народы могли выбрать своих новых руководителей. Тогда там попытались эти бывшие протократы захватить, как вы помните, Белый дом. Там была стычка, даже танки вошли. Там потом Ельцин появился, вначале был Горбачев. Вот. И тогда там этот Хасбулатов принял участие. Там даже они забаррикадировались в этом здании правительства Верховного. Были обстреляны. В общем, он потом сидел год в тюрьме, Хасбулатов, насколько мне известно. Вот, потом вышел и все равно остался пророссийским. Вот. Да. Вот такая история. Проимперским. Да, спасибо, Алла. И возникает там, когда его задают, обсуждают по поводу, разные здесь ребята есть, которые, я считаю, что они немножко заблудились в 3 соснах и не могут разобраться. Не знаю, что ими движет. Пропаганда, еще какие-нибудь там вещи, не знаю. Я имею в виду так называемую вот эту Чеченскую демократическую партию. И вот эти люди, я не знаю, они не ведут борьбу именно против вот как России, в смысле как России, а больше говорят про религиозника, и там очень много. Вообще, что ты думаешь по поводу вот этих и других таких же людей, которые выдумывают факты, которые абсолютно не имеют никакого отношения к нашему положению, к нашему будущему, и начинают об этом мусолить какие-то левые люди, движения, и нету никакого контроля, что там нет агентуры. Точнее, я уже убежден, они в самом начале там рязные там были. Сейчас я убежден, что там уже такие матеры у них там собираются, там, по крайней мере, заприметил. Что вы думаете, Аят, по этому поводу? Можете мне рассказать? Ну, что можно сказать про эти движения разные? Если говорить про эту так называемую Чеченскую демократическую партию, то надо спросить, где они зарегистрированы. Чеченская демократическая партия должна быть как бы зарегистрирована, а она, наверное, зарегистрирована где-то там, это другой вопрос. Но, по крайней мере, в легитимной власти президиума ее не зарегистрировано, она ее нету, и она не отмечена. Это раз. Во-вторых, если они имеют какие-то вот там цели, задачи, но все время говорит про религиозную вот эту, значит, линию, обвиняя религиозных в тех или иных вопросах, это переходит на уровень того, что они, значит, именно против религии выступают. Они, правда, время от времени говорят, мы не против религии, говорят. Я их и не слушаю, правда сказать. Раньше как-то слушал их.
И там, значит, создав вот эту, что интересно, вот эти люди, которые в этой, ну, организаторы или Мгм. лидеры, да, они раньше были в команде, Закаева, который вот незаконно вот так вот заявили, и в том числе участвовали в создании вот этой, группы, подписания этих документов, там их фамилии светятся, так? Мгм. Теперь, если они решили, скажем, сказать, что вот они, перешли, стали демократами, они же и раньше были демократами Мгм. до 17 года, пока Закаевская компания не приняла решение, что они переходят на религиозную, скажем, платформу. Конституции, так называемой, 2002 года, в котором записано, что все решения будут приниматься в соответствии с Кораном и Сунной. Мгм. Вот такое записано, они говорят в этой конституции. Правда, эту конституцию никто не принимал, хотя они авторство дают, присваивают, Масхаду, президент Масхадов. Но президент Масхадов не имел права такие конституции принимать, это раз. Во-вторых, он никакой акт по этому поводу не пускал. Два, не выпускал никакого указа, даже нет, если был бы указ, он тоже не имеет силу. Потому что, этот вопрос о государственном устройстве — это вопрос, это чеченский народ, написано в статье 16 об этом. Там не может быть ничего другого, кроме вот народ должен только решать, что он будет делать через референдум. А то, что они находились все время, когда совершался этот государственный переворот, так называемый, в 2007 году, эти люди, так? И они, допустим, не перешли в это религиозное поле, допустим, которое сегодня Закаев действует, это, но остаются якобы на тех же позициях, что были у них еще 2007 года. Но позвольте, если 2007 года что было, вы считаете законным, тогда ответьте, как вы могли вместе участвовать в этом государственном перевороте, так называемом, который в 2007 году делали. Я говорю не обо всех, а некоторых из них. Поэтому они, значит, поддерживают ту линию, которую поддерживают, допустим, вот это, скажем, концепция обусловленной независимости, так называемая, в котором сказано, что Чечня является частью России. Они ее поддерживают, даже этих людей и автора поддерживают, так? То есть мне непонятна их позиция. Их позиция сродни с позицией Кремля, если говорить по документам. А то, что они словами там говорят, все это никуда не идет, оно не пришлешь никуда. Вот они тогда почему принимали участие в этой команде? И если они отошли от этого, почему они не заявили, что в 2007 году, до сих пор не заявили, что создание этого так называемого вот этого постановления вместе с этими сороляповцами, что это было попытка государственного переворота, что они против этого. Они об этом не заявили. Поэтому здесь много таких вопросов, и о других тоже может только такое же сказать. Все, что они там приехали сюда, на Запад, да, их никто сюда не посылал, никто не направлял. По большей части это все беженцы, собственно говоря. Все те, которые не вошли, скажем, в состав, значит, президиума, или те, которые не стали помогать нашей линии, в общем, да, они по своей деле или сидят как бы где-то спрятавшись в кустах, или некоторые не могут, конечно, этим заниматься в силу некоторых обстоятельств, которых мы знаем, потому что их разыскивают, как и всех, потому что они больные, может быть, такие. Но если они какую-то политическую деятельность ведут и не помогают нашей линии, а занимаются межусобицей с разной сплетней, то это не делает им чести, и не следует вообще о них говорить в таком плане, что они, ну пусть они говорят, пусть говорят, правда, они мутят воду некоторым нашим друзьям здесь на Западе и, скажем, в Украине, и, ну, в общем, вводят их в заблуждение. А это вообще есть содействие, скажем, Кремлю. Вот что я могу сказать о них и подобных их. Они
эти на основе демократии такие вещи говорят, другие на основе религиозных говорят, другие на основе там правозащитных говорят. Там таких вот развелось, а мы говорим, не надо все этим заниматься, вы никакие не политики, вы никакие не деятели в этом плане, у вас от народа нет никаких полномочий, давайте действовать, у нас есть инструмент, у нас есть решение нашего народа, есть решение нашего парламента, есть создан на этой основе, значит, президиум правительства, так, и на этой основе давайте здесь на Западе будем действовать массово, митинги и конференции, и другие шествия, доказывая наше единство о том, что мы стоим на сохранении и восстановлении нашего государства, сохранении ее легитимной базы. И на основе этого созданного государства о деоккупации этой, демонстрируя всему остальному миру, что мы находимся на тех же позициях, которые у нас были с 1991 года после развала СССР и создания нашего государства. Они на этих позициях не находятся, хотя словами говорят, а вот то, что я вот сейчас сказал, эти документы, их не имеют никакой основы, это просто, значит, работа в пользу Кремля. Вот что я могу сказать о них. Баркалаят. Давса Киев снова задает вопрос, и дальше он говорит, если тайна, то не настаивает на ответ, но я не думаю, что это тайна, правда, про Кавказ батальон я не слышал, вернее, я слышал, но не знаю, что там есть чеченцы. Но это давайте, сейчас я зачитаю. В добровольческом батальоне Кавказа есть немало нохчи. Вы работаете с ними или они находятся под влиянием, спрашивает? Мы готовы работать со всеми, кто бы они находились с оружием в руках или без оружия в руках, кто в Украине, в другой стране, кто стоит на позициях деоккупации нашей территории, позиции воссоздания нашего государства в 1991 году. О батальоне «Кавказ» я не слышал, правда, я слышал, но что там есть и что там есть, с нами на связь не выходили. У нас есть и интернет, у нас есть и телефоны, у нас есть и сайты. Они могут писать и выходить на связь, свою позицию говорить. Мы там были, контакты мы имели с некоторыми людьми и до сих пор имеем из тех, кто является чеченцами или гражданами нашей республики. Они там есть, но у них там есть проблемы тоже, там тоже завязалась вот эта вот непонятная ситуация, непонятно, к чему они хотят. То есть они хотят отвести от основы нашего государства, некоторые силы там мешают тоже, мне кажется, вот этой нашей работе. А те, которые на этих позициях стоят и стоят на позициях нашей государственности, мы всегда с ними готовы. Но я вам сказал, я, например, с ними ни с кем не связан. Может, наши другие люди, члены президиума или наши друзья с ними связаны как-то. Баркал, и по поводу влияния, на самом деле это влияние больше украинская пропаганда, украинские средства массовой информации представляют. Это влияние не так много, вокруг Ахмеда Закаева 5-6 людей, которые именно с оружием в руках там что-то предпринимают. В основном в Украине вы не видели много чеченцев, которые вокруг него собираются, поддерживают и так далее. Наоборот, я, который его поддерживал, получал критику в свой адрес, потому что люди мне объясняли, кто он, когда я в этом не разбирался. Так, еще вопросы, друзья. Если есть вопросы, пишите в чат, либо заходите в Telegram и задавайте напрямую свои вопросы Аяду. Так, Эд снова активный. А сам призывай себя воевать над словом. Дипломатическое ружье убьет одно слово. Ружье убьет одного, слово тысячи. Учитесь, образовывайтесь, необходимо сохраняться. Да, Эд, спасибо. Так, Давса, просто в первую очередь тут в Украине бросается в глаза именно такие люди. Конечно, кто их направляет, тот и будет на слуху.
Да, все. Ну, для этого есть мы, есть средства коммуникации, 21 век, и мы должны доносить до людей правду, доводить до людей эту правду. Так. Есть ли комментарии, вопросы, друзья? Кто-нибудь хочет у нас в Телеграме что-то сказать, выступить? И в ответ тишина. Я хочу напомнить. Да, пожалуйста. Про Ахмета Закаева. Угу. О том, как это начиналось в свое время, был с Березовским. Березовский оплачивал его эти конференции в разных странах. Вот. Ну, этот Борис Березовский был его другом, и он был базой, так можно сказать. Я даже их тогда называла подберезовиками. Ну, в общем, Березовский никогда не был за предоставление полной независимости Ичкерии. Он даже заявлял о том, что надо там оставить хотя бы 2 батальона русских. Даже если Ичкерия будет независимой, надо там оставить русский контингент. Березовский всегда был заинтересован в чеченской нефти, которой занимался раньше, и он надеялся, что с помощью Закаева потом опять придет к тому же промыслу своему, то есть к добыче этой, вернее, к торговле этой чеченской нефтью. Вот это так начиналось у Ахмета Закаева, просто об этом уже многие забыли. Вот. Ну, а сейчас то, что его поддерживают какие-то силы в Украине, я думаю, в Украине тоже не все так однозначно. Там много агентов влияния Кремля, да, и которые выполняют свое задание. Ну, выполняют они это неплохо, надо сказать. У них есть свои каналы. Эти Курочкины тоже, наверное, присланы из Москвы. Кстати, Курочкина не скрывала, что она оттуда приехала с мужем. Да, с Питера. Они его поддерживают. Понятно, кто его поддерживает. Тот, кто никогда не хотел независимости Ичкерии, свободы чеченскому народу. Тот, кто хотел, чтобы она была всегда в Конституции России, и чтобы даже слова Ичкерия, чтобы не было. Который, кстати, он очень долго вообще не произносил. Это такое слово Ичкерия. Вот такие дела. Ясно, спасибо. Спасибо большое. Алла, так, еще есть вопросы? Комментарии можете. Так, давайте Хали-Гали по традиции дадим слово Шамиль из Санкт-Петербурга. Шамиль, слушаю вас. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Я хотел попросить еще, вот у Гарри есть на Телеграме канал, вот вы не могли бы такой же вот диалог еще, чтобы разговаривать, на Гарри же тоже много подписано, и вот чтобы вот так же вот разговаривать, с вами, с Марией, так же вот в прямом эфире, если возможно такой вот, можете организовать такой же канал. Это было полезно, и тогда бы к вам тоже больше гостей заходило. Спасибо. Подумаем. Подумаем. Каждый день вы имеете в виду систематически вместе, а я там и с Гарри вместе делать совместно? Да, можно и так, а можно отдельно какой-то день специально. Разово. Завтра, если мы запишем интервью, я выложу, послушаем. Хорошо. Все, спасибо. Шамиль, спасибо. Всего доброго. До свидания. Амат. Да, я хочу призвать всех ночи, не воюйте даже за правое дело, за Украину. Чеченцев 3 миллиона, может немного больше. К нам в США приехали почти 1 миллион молодых призывного возраста украинцев. Эд Мамедов это говорит. Эд, нас 3 миллиона, вы имеете в виду в мире, да? Вот это ты имеешь в виду. 3 миллиона цифра для нас немножко новая. Но да, ты прав. Сейчас Украине, конечно, нужно помогать, а так, конечно, чеченцам нужно мобилизоваться и разобраться с самими собой, между прочим.
первую очередь. Мы говорим о признании Запада, Америки, там, всех остальных. Нам нужно самим признать для начала самих себя, свою власть, свое государство. Шамсад задает вопрос Алле. Алле, почему он, Закаев, не произносит слово Ичкерия? У меня есть свое предположение, но интересно ваше мнение. Алла, это вам вопрос. Почему, как вы думаете, он не произносит слово Ичкерия? Он произносит это слово Ичкерия. Он произносит это. Редко. Ну, да. Садишь. Это и Шамсад говорил, это его раньше в комментариях, это его было наблюдение. И вот сейчас Алла это то же самое сказал. Поэтому это, я думаю, есть основания так людям считать. Я вам скажу, потому что как появилось слово Ичкерия? Когда была принята Конституция Чеченской Республики Ичкерия, Чеченской Республики, просто это было еще как в 1992 году, 12 марта. Принятие Конституции? В 1992 году. Да, марта, 12 марта. В 1992 году, 12 марта. На следующий день она была признана парламентом страны и самим президентом Грузии Зиадом Гамсахурди 13 марта. Вот. Чеченская республика Ичкерия была признана. Потом чуть позже Яндарбеев поехал в Афганистан, и Чеченская республика была признана Афганистаном. Но спустя 1,5 года только была создана Российская Конституция, была опубликована. Это в октябре 1993 года, или в ноябре. Вот. В декабре. Там априори, то есть задним числом, была занесена Чеченская Республика, как часть России была занесена. Когда наше правительство собралось по этому поводу и начали думать, как сделать так, чтобы отличаться от той республики, которая была незаконно занесена в Конституцию, в Российскую Конституцию, они придумали слово Ичкерия, добавили Чеченская Республика, прибавили Ичкерия. То есть Чеченская Республика Ичкерия — это республика независимая от России, от ее конституции. И после этого всех чеченцев, которые называют себя ичкерийцами, весь мир знает и признает как независимый чеченский народ, независимая республика Чечня. А Чеченская республика, даже Кадыров называет Чеченская республика, а не Ичкерия. Потому что Кадыровская Чеченская республика — это по якобы Российской Конституции якобы является частью России, в отличие от Чеченской Республики Ичкерия. Я понятно объяснила? Да, конечно. Да, очень. Так, я добавлю чуть-чуть. Пожалуйста, Муса. Постоянно я сидел на компьютере, когда еще он в Лондоне был. Он тогда с Березовским, когда контакты он имел, полностью все я смотрел. Он тогда Чеченская Республика Ичкерия не называл. Он говорил Чеченская Республика, и все. Как только он в Украину поехал, вот пришлось ему называть Чеченская Республика Ичкерия от того, что там чечены, они тоже говорят то же самое. И для Кадырова, для Закаева это прикрытие. Украина, в общем, тоже Ичкерия называет, поэтому и все. А раньше он не называл, тоже Чеченская Республика говорил. Хотя он знал, когда Ичкерию создали. Да, и цену этому слову. Но я дополню. Я дополню. Алла, Муса, я дополню. Это можно смотреть те документы, которые они приняли в 2001 году, потом в 2002 году, потом в 2002 или начале 2003, нет, 2 октябре в Копенгагене. Потом принято вот это решение, которое они приняли, концепцию об условной независимости
Там везде записано Чеченская республика, Чеченская республика. Хотя, как Алла говорит, изменение произошло 16 января 1994 года. Мы везде и всюду должны называться Чеченская республика Ичкерия, а они в 2001, 2002, 2003, 2004 и остальных годах все это называли только Чеченская республика. Я говорю по документам. То, что он говорит, не говорит, это другой вопрос, он может ошибаться. Но то, что прописывается в документах, это четко говорит о том, что речь идет о той территории, которая является частью как бы России. Вот что Алла говорит. Вот это есть доказательство того. В документах они это пишут так. Да, и я хочу еще добавить, в свое время, в 1995 году, Джохар заявлял о Конгрессе чеченского народа. Конгресс чеченского народа, чеченцы за рубежом. Он его создал для того, чтобы чеченцы за рубежом оказывали помощь тем, кто воюет в Ичкерии, сражается за свободу. И надеялся, что это будет большой помощью чеченскому народу. Потом, когда появился этот Закаев, спустя годы, Джохар уже погиб к тому времени, через 5 или 6 лет, в общем, был создан этот конгресс, как бы продолжен. Да, в то время он был зарегистрирован в Америке, этот конгресс чеченского народа, и Мохаммедом Шишани в Америке был зарегистрирован. И тут они, значит, собрали этот конгресс вместе с Фирзаули Усманом, он был тогда назначен министром иностранных дел Ахметом Закаевым. Они его в Дании собрали этот конгресс, и туда был приглашен Хасбулатов и все, кто, люди из России. То есть получается, что чеченский конгресс за рубежом — это люди, которые проживают, чеченцев, российские чеченцы, пророссийские. И этот конгресс перевернул то, что было задумано Джохаром, потому что не помощь воюющим, а наоборот. И во главе конгресса вместо Мухаммеда Шишани зарегистрировано был выбран Денитепс, который... Это было... Да. Это был 2003 год, октябрь месяц. Они там приняли декларацию, в котором прописано все как Чеченская республика. Вот вы об этом говорите, наверное. Без Ичкерии, да? Да. Без Ичкерии. И вот там документы того конгресса, там нигде не упоминается вообще слово Ичкерия. Да. Кстати, сами 200 Ахьят Диков смотрели, так, этого конгресса. И что из себя представляет этот Денитепс, который когда приехал из Петербурга, будучи деканом юридического факультета Петербургского, и они автоматически получают воинские звания. Те, которые заканчивают этот юридический институт в Петербурге. Вот. То есть это все шито белыми нитками, и когда начинаешь разбираться, то видишь, как Кремль работает над тем, чтобы чеченцы забыли о своей независимости, забыли о Конституции Чеченской Республики Ичкерия. И считали, что Чеченская Республика так является частью России. Хотя она сейчас только временно оккупирована, временно. Забыли, скажем, не все, Алла. Просто пропаганда идет о том, чтобы забыли, и все эта пропаганда Москва ведет везде. И этому поддаются остальные деятели, сторонники России, которые были. Ведь мы знаем, в этих странах, европейских, Америки, были политические силы, которые не содействовали России в этом вопросе. Поэтому мы сейчас это все раскрываем, и в то время раскрывали действием, да. Я просто думаю, что не все забыли. Так вы не имеете в виду, что все забыли, наверное, конечно. Много лет уже прошло, но мы помним. Да. И это история, которую забывать нельзя. Потому Конечно. что кто помнит историю, тот того ждет
ждет светлое будущее. А кто забыл историю, тот повторяет старые ошибки, наступает на те же самые грабли. Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Так, сейчас назад позвал украинский телевизор представить. Так. Ясно. Аля, мы уже 2 часа почти в эфире. И если Да. нет комментариев, больше вопросов, точнее, или если у вас нет, то... Ну, вопросов сейчас нет, у меня нет, по крайней мере, ничего больше. Рассказывать можно бесконечно, здесь все много, очень много. Да, если слишком много делать, просто потом не смотрят. Да. Ну, тяжело как бы все это в этом смысле. И вот давайте тогда, этот вопрос мы уже много раз задавали Аяду. Давайте на этом наш стрим сегодняшний закончим. Аяд, что вы скажете? Аяд, Алла, Муса. Давайте. Все, друзья, спасибо вам большое, спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Благодарю всех участников. Алла, Аяд, Муса, всех, кто слушал, смотрел. Да, писал. спасибо всем. Да. Задавал вопросы. Во вторник в 19 часов мы вас ждем снова на нашей платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Всем спасибо. Это будет на чеченском языке. Да, во вторник на чеченском языке, да, конечно. Да. Всего самого доброго. Адик да, Маш Оль. До свидания. До свидания. До свидания. Адик.